Хайбулинский район. Глава Башкортостана Ради Хабиров продолжает рабочую поездку по населенным пунктам этой местности. Цель – проанализировать основные проблемы, провести совещание, по их итогам дать ряд поручений. Один из объектов рабочей поездки Ради Хабирова по Хайбулинскому району – Бурибаевский ГОК. Это предприятие сырьевого комплекса УГМК – Уральской горно-металлургической компании, причем с полной производственной инфраструктурой. В состав Бурибаевского ГОКа входит Октябрьский подземный рудник, обогатительная фабрика, отдел технического контроля, химлаборатория, различные цеха. Ну, вообще, да. Видите, инженерно-технические работники комбината и работники фабрики. Ну, вообще, хочу начать, что мы построили и запустили южный ствол глубиной 550 метров в 2016 году и запустили его в эксплуатацию. И, значит, первых 3 этапа строительства подземного рудника уже окончены. Мы освоили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Значит, нам еще осталось еще 3 этапа освоить, это 1 миллиард 200 рублей. В связи с запуском ствола в эксплуатацию в 2016 году мы увеличили производительность рудника. Сегодня мы вышли на 370 тысяч тонн, в 2010 году было 220, на следующий год планируем 2021 выйти на 410 тысяч тонн по добыче руды. Это то, что касается ствола. В связи с этим мы находимся на обогатительной фабрике. Нам надо понимать, что наша фабрика должна переработать этот объем. Она ведь тоже переработала 200 тысяч тонн. Поэтому мы разработали программу, значит, технического перевооружения обогатительной фабрики. Ее стоимость 340 миллионов рублей. Товарная продукция, тоже видите динамику увеличения. В 2020 году мы планируем за 2 миллиарда уже перейти, да, ну то есть 2 миллиарда 200. Ну, в принципе, мы на эту цифру выходим сегодня. Это связано с тем, что мы увеличили объем производства. И, кроме этого, в 2015 году мы выпустили первый раз, в 2015 году освоили выпуск цинкового концентрата. На фабрике этого не было. Соответственно, с учетом увеличения производительности, увеличили товарную продукцию, ну и налоги увеличились, видите, да, и, соответственно, инвестиции ежегодно мы увеличиваем. На этот год мы планируем направить инвестиции 550 миллионов рублей. Значит, вся полученная прибыль, которая зарабатывается у нас на предприятии, направляется на инвестиции, то есть до копейки. То есть сейчас нам... вот просто да. Вы на телевидении акцент сделайте, а то меня критикуют, что я что-то не то делаю. Вот предприятие, которое направляет все на развитие. Полностью направляется на развитие комбината. Действительно, у нас еще 3 этапа строительства, я говорил, 1 миллиард 200. Нам деньги нужны, нам надо развивать. Если мы не будем следующие рудные тела скрывать, мы останемся без руды, это понятно. Поэтому мы все направляем в производство, обновляем технику, модернизируем, перевооружаемся. Ну, сюда давайте подойдем, я просто коротко вам представлю, мы поэтому потом пройдем. Здесь вот я говорил, это 340 миллионов рублей обогатительная фабрика. Вот то, что обозначено цветным, это новые объекты, которые построены, значит, начиная с 2018 года. То есть 3 из них мы уже запустили. Это отделение крупного дробления, оно работает, да. Значит, реагентное отделение, оно тоже работает. И, значит, первая стадия измельчения мельница МШР 2700 на 3600. Это мельница большего размера, которых у нас не было, тоже увеличивает производительность по измельчению, так скажем. Ну, мы сейчас пройдем, покажем. Сейчас, значит, строящийся объект, вот здесь это была фотография февраля месяца, мы специально не стали убирать, потому что сейчас уже тоже здание построено, уже там стоят мельницы, значит, то здание – это отделение флотации, мы ждем сейчас поставку флота машин, и еще одно здание – это фильтровальное отделение, там будет пресс-фильтр для обезвоживания медных концентратов. Сколько человек получается? 800 с лишним, да? Да, 870 человек у нас работает. Основная масса работает на шахте. Здесь у нас на фабрике работает порядка 140 человек. И у нас все цеха не на аутсорсинге, у нас автотранспортный цех есть, ремонтный цех, энергоцех. Они все внутри комбината. То есть как бы мы не отдали на аутсорсинг эти производства. Ну вот это отделение измельчения. Здесь, значит, мы устанавливаем 2 мельницы. Пожалуйста, здесь вот одна мельница. Сейчас происходит монтаж. Здесь вторая мельница. Это на перечистку, это на вторую стадию измельчения. Сейчас происходит монтаж. Мы планируем запуститься, значит, в ноябре уже будем крутиться, а в декабре уже мы будем работать в полную силу
Это нам позволит, я же говорил, что мы на 410 на следующий год хотим перейти. И мы перейдем, значит, мы увеличиваем на 50 тысяч производительность. Но это еще позволит нам стабилизировать наши технологические показатели, это извлечение и качество выпускаемых продуктов. То есть это сейчас у нас есть, в принципе, дефицит по измельчению. Мы где-то не дорабатываем, но значит, с запуском вот этого оборудования мы твердо будем получать показатели. Твердо и уже с увеличенной производительностью. И какая будет концентрация после этого? Ну, производительность у нас будет, еще раз говорю, 410 тысяч тонн. Концентрация, вы имеете в виду в концентрате, меди в медном концентрате 20%. Да. То есть так же, как и сейчас 20%. Да. Что облегчает? Вот смотрите, у нас еще цинковый передел, да? То есть у нас задача ежегодно металлургии ставить, чтобы увеличить. У нас сейчас 45%, да, качества. В следующий год задача ставит 50% цинковых концентратов. От каждый процент очень тяжело достигается. То есть 50% цинкового концентрата от добычи? От чего? Нет, качество. То есть в товаре, который вы отправляете, да, в концентрате. 50% цинка было? Цинка было, да. Сейчас 45, будет 50. Новое оборудование, да? Ну, знаете, значит, вот это оборудование к нам пришло с электроцинка. С электроцинка там же завод остановили, да, мы как-то кооперируемся. Оно практически не работало там. Они его поставили, мы его себе забрали. То есть это, во-первых, дешевле, и внутри как бы холдинг мы отрабатываем. Соседи, да, которые получают? Нет, электроцинк это Владикавказ. Ну, я говорю, соседи, да. А соседи, да, я думаю, соседи вы сказали. Вот да. история. Вот здесь вот сейчас... Когда остановили? Да. Мы вот мельницу оттуда забрали, да, часть. Но здесь мы прошли, сейчас, ладно, схему показывать не буду. Здесь вот тоже это новый пристрой, извините, значит, да. Здесь у нас в связи также с увеличением производительности мы будем в 2 раза практически увеличить отделение флотации. Здесь будут новые машины пневмомеханического исполнения РИВС. Сейчас у нас механического исполнения. Значит, они сейчас тоже изготавливаются на заводе Усульмаш, Новосибирск. Часть оборудования вот уже, смотрите, только первое оборудование начало проходить. Мы сейчас его начнем собирать, монтировать и устанавливать. Медная линия, здесь у нас цинковая линия. Вот здесь вот под нами мы видим, это извлекается цинковый концентрат. Дальше вот там видно, он немножко желтоватый, это медный концентрат. Извлекается из пульпы, которая идет с мельниц, измельченная. Соответственно, сюда подаются реагенты определенные. Вот, да? Вот одна из мельниц, это второй стадии измельчения. Это одна из мельниц. Основные мельницы у нас состоят там. Да, это мельница тоже. А вот в этих пузырях, да, содержится, да? Или как? Да, вот, значит, сульфиды всплывают за счет физико-механических свойств. Сульфиды, где содержится медь, золото и серебро. И вот лопаткой мы его снимаем и отправляем на сгущение, на фильтрацию. А отход, вот, да. Это вот для анализа? Да, она берет для анализа, да. Это у нас контролер процесса обогащения. Вот она сейчас возьмет на анализ и пойдет. Каждые 20 минут это у нас есть механические отборники, есть и где люди отбирают. Круглосуточная работа. Круглосуточная да? работа, да, абсолютно верно. Круглосуточная работа. Интересно. Это вот она вверх подается и сверху вниз. Вот да, так. системой трубопроводов подается с мельниц, подается насосами. Вот видите, вот известь подается трубой для того, чтобы щелочь выровнять. Вот известь, известковое молочко. Ну и реагенты, как сантагенат, тоже подается. Вот флотатор женщина одна ходит, она всем этим процессом ориентируется. Видите? Да. Эти каменные стены, это 80 лет назад. Какие стены? Вот те вот, видите, камень? Да. Вот. Это 80 лет назад граница этого комбината. А вот насколько двинулись уже. У нас еще один объект вот здесь тоже строится. Это пресс-фильтр, то есть отделение фильтрации. Мы ждем итальянское оборудование. В Италии, то есть итальянцы выиграли конкурс тоже. И пресс-фильтр поставляет с Италии. Вот сейчас в октябре они нам должны поставить. Но у них дилерская компания есть здесь, которая приедет, пусконаладку нам сделает. Сейчас мы готовим основание, здание. Тоже объект 77 миллионов, но здесь сам пресс-фильтр только стоит порядка 45 миллионов. Вот здесь все уже готово, здесь все уже готово. Будет такой же пресс-фильтр, как вот там, вот женщины у нас там работают,
Это для того, чтобы увеличить производительность по обезвоживанию концентратов. Потому что концентратов будет больше. Сейчас у нас цинковый концентрат фильтруется на вакуум-фильтре. В фильтре влажность 12%. Это очень влажный продукт получается. То есть металлурги предъявляют претензии. Ну и, соответственно, транспортировать его сложно и так далее. Соответственно, мы покупаем этот пресс-фильтр, устанавливаем, увеличиваем производительность и снижаем влагу в концентрате до 7%. То есть объем инвестиций в этом году $500 миллиарда. Здесь 550 миллиардов, 550 миллионов рублей. Мы идем в графике, то есть это точно. Паша, мы учитываем это все, да? Сейчас вот по пути за мной бы проехали, я бы вот хотел там на одной точке остановиться, показать рекультивацию. Прям вот по пути. Да, давайте. Пожалуйста. Сейчас мы видели, там вот этот баннер стоит. Да, баннер, да, стоит. Ну, хотелось бы показать, вот просто показать. Такие предприятия – это тоже часть Башкортостана. Да. И они огромный вклад в наш бюджет, собственно говоря, вносят. Ну, рабочие места. И бюджет, и рабочие места, и социалка. Вот. Ну и опять же, все-таки здесь это на развитие страны. Мы не должны забывать, что мы вообще-то часть огромной страны, которая нуждается в меди, в цинке, и в золоте. Поэтому это богатство нашей страны. Но здесь вот что примечательно, я уже даже сказал, что предприятие зарабатывает, но эти деньги сразу на дальнейшую модернизацию вкладывает. Вот это вот пример, наверное, правильного подхода к этому. Везде надо, собственник должен зарабатывать, и это понятное предприятие, в этом суть экономики, но все-таки надо чуть более ответственнее быть, когда ты заработал, вложил на модернизацию. Предприятие, это, видите, вот стены еще какие. 80-х? Нет, 40-х даже годов это. Даже так, вот, да? Оно постепенно проходит этап своей модернизации, поэтому очень приятно слышать, что и зарплаты неплохие. У нас целый ряд договоренностей есть, и с руководством БГМК мы плотно работаем. Они нас поддерживают и, скажем так, не только бюджетной политики, налогами, которые платят, они нас поддерживают и через фонд социальных целевых программ. Мы неплохо понимаем. Социальные объекты можно использовать эти которые средства. прежде всего здесь вот находятся в Сибае, находятся здесь. Поэтому мы с ними сейчас ведем переговоры о дальнейшей поддержке наших действий. Поэтому здесь вот то, что называется ответственный бизнес. Не могу не спросить про экологию. Это важная часть деятельности такого предприятия. У вас жесткие условия, чтобы не страдал мы сейчас вокруг. как раз с вами поедем и будем смотреть как раз пример, почему я специально вот и попросил сюда, пример того, как должно работать. Вот мы посмотрим пример рекультивации. Это очень редкое явление в истории нашей республики. Когда обогатительных фабрик. Нет, вообще, когда разрабатывают что-то, а потом, исчезли, никого нету. А вот рекультивация это же обязанность предприятия. Вот давайте посмотрим. Спасибо. Глава Башкортостана Ради Хабиров едет на берег реки Таналык в селе Бурибай Хайбулинского района. Там площадка рекультивации отвалов Бурибаевского ГОКа. Это одно из оснований жалоб местных жителей. Хотел бы сперва, наверное, на натуре показать. Вот смотрите, у нас вот отвал номер 3. Вот это вообще чаша отработанного карьера, который я говорил, с 30-х годов отработана, да? То есть нам осталась наследственная экологическая проблема. То есть 30-е годы, 40-е, 50-е, вплоть до середины 60-х годов отрабатывался этот карьер. То есть вот видите, часть отвалов, там вот у нас река Таналык, прям практически на берег реки складировалась. Вот эти отвалы в то время. И вот этот отвал один, третий отвал, да, складировался здесь. Сейчас у нас какая задача? Мы разработали программу рекультивации, с которой работаем уже с 2013 года. И, значит, что в себя это включает? Вот выполаживание карьер от отвалов, они были неправильной формы. Вот видите, мы его сделали аккуратно, выположили. Для этого купили тяжелую технику. Мы распланировали эти отвалы. Сейчас вот, значит, здесь вот зарекультивировано порядка 25 тысяч квадратных метров. Что это такое? Значит, мы ложим геотекстиль, потом, значит, ложим геомембрану, это ПВХ, потом, значит, на склонах ложим геосетку. На склонах для чего геосетку ложим? Для того, чтобы удерживать ПРС, который, чтобы не стекал. Да, не стекал. На горизонтальных площадках без геосетки. Соответственно, мы вот этот отвал как бы сажаем под купол, под водонепроницаемый купол. Вы же понимаете, что когда дождевые воды, весенние воды образуются под отвальные воды, в этих отвалах в любом случае содержатся, значит, и тяжелые металлы, и сера, которая потом превращается в кислоту, да. Соответственно, чтобы не допустить доступ влаги к этим отвалам, таким образом мы как бы этот отвал
заводим под зонд, под купол водонепроницаемый. Соответственно, мы вот его сейчас ПРСом порядка 30 сантиметров отсыпали. То есть пленка, геотекстиль, пленка, геокаркас и ПРС. Сейчас вот ребята производят процесс посадки. То есть это житняк, вот многолетние травы, процесс посадки. Но он уже начал, вот после дождей, вот, где мы часто закультивировали, уже сорняк пошел хорошо расти. То есть, ну, на следующий год мы ждем, что вот это уже будет зеленое. На следующий год вот мы переключимся на отвал номер 1, да. Мы его тоже частично вывозим для того, чтобы возможность была его выположить, потому что тоже очень крутой, непосредственно сразу к реке было все, от реки часть собираем. Часть отвала, часть вот здесь складируем. У нас есть места еще куда заскладировать, так скажем, аккуратно. Мы положили, на следующий год, если здесь было 25 тысяч квадратных метров, на следующий год мы ставим туда 2 бригады, докупаем еще технику и 76 тысяч квадратных метров. Мы его полностью хотим закрыть под купол, грубо говоря, и изолировать от осадков и воды. То есть подотвальных вод уже не будет. То есть мы как бы вот реку Таналык на побережье, вот, который отвал сформирован, я вам еще говорю, с 40-х годов, вот воздействие этого отвала будет уже меньше и практически не будет. Конечно, мы все подотвальные там воды сейчас улавливаем, есть канавы, насосы и все остальное. Но мы же понимаем, что предприятие горное никогда вечным не бывает. И то есть после себя оставить вот эти отвалы, которые годами потом будут, то есть негативные воздействия оказывать, это тоже очень вредно. Поэтому вот после того, как мы построили ствол, значит, у нас очень много денег уходило на строительство. Действительно, мы все деньги туда направляли. Сейчас более-менее, так скажем, мы стали на ноги, и мы направились, ринулись на рекультивацию полным ходом, как говорится. То есть у нас задача стоит до 2025 года все отвалы. У нас еще один Маканский карьер есть, Маканский карьер возле Макана, в 12 километрах отсюда. Там тоже большой отвал, и он следующим этапом тоже до 2025 года планируем. А глубина здесь какая вот? Здесь глубина порядка было 90 метров. Но сейчас мы его уже вот как раз хвостами обогащения заполняем. То есть ваша задача? Да. Вот наши хвосты. Вот здесь, кстати, мы хвосты сюда сбрасываем, вода осветляется и обратно оборотная вода. То есть у нас сбросов загрязненных вот не осуществляется. Это замкнутый, да, получается? Это замкнутый процесс, да. Здесь насосы стоят, мы забираем, там сбрасываем. Вода осветляется и обратно. Молодцы, вот то, что это должны все делать. Абсолютно. От Сибай так не делали, поэтому нам там надо, эти отвалы. Знаешь, как вот мы что сделаем. Один раз соберем золотопромышленников, которые работают, баймаки в том числе работают, значит, горнодобычу и так далее. Один раз сюда привезем и вот так вот по кругу проведем. И пусть они посмотрят, что, как это должно завершаться. Да, так и должно быть, это правильно. Само, и, кстати, не мешает сюда и мусорщиков привезти, потому что это, собственно, технология примерно такая же. Вот здесь вот можно... Вот она, геосетка вот на откосе стелится, да, вот там видите, черная пленка, да, а под пленкой еще геотекстиль, чтобы не повреждалась пленка, все равно камешки есть, мы его разглаживаем все равно, и лопатой подсыпаем, песком подсыпаем, но все равно камешки где-то выпирают, геотекстиль, чтобы не повредила пленку. Купили тяжелую специально технику для рекультивационных работ. Сейчас вот у нас на подходе, значит, погрузчик специально, тоже вот именно чисто для рекультивационных работ. И бульдозер еще один придет. То есть вот только на рекультивацию. Появилась возможность, технику приобретаем и рекультивируем. Круглый год работа идет, но именно работы по рекультивации только можно, значит, начинать с мая по октябрь включительно, потому что уже когда грунт мерзнет, уже эффект не тот, потому что надо и ПРС он мерзлый, то есть не получается, только в теплый период времени получается. Молодцы. Вот давай сделаем так. Вот нам, похоже, жизнь будет подсказывать, что в рамках нашего промышленного часа мы должны делать вот именно сегмент месячной добывающей промышленности. Именно вот, и причем за Уральской вот эту часть, начиная с Учелов, ну и до Учелы, Сибай. Да. И там четко разделить крупные и мелкие. Вот, кстати, очень часто, как это порой бывает, что больше проблем к нам идет от мелких, потому что они начинают экономить, у них и денег нет на культивацию, у них там задача быстренько выбрать и умотать. Ну да, вы желаете, это проанализировать надо. Инвестпроект, который реализуется по пастосгущению. Поэтому там тоже есть что показать. Вот, Ну, сейчас на фук тогда? Все, на фук. Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бурибай Хайбулинского района Башкортостана строят по программе развития сельских территорий. В качестве софинансирования часть средств выделил Бурибаевский ГОК.
По плану в декабре 2020 года объект должны сдать. Местные жители ждут, но есть вопросы. Глава Башкортостана Ради Хабиров на стройплощадке Бурибаевского ФОКа. Проектирование тоже мы сделали, то есть как бы мы вначале разработали проект, выделили деньги 5,5 миллионов рублей и думали, где же найти софинансирование, да, то есть была проблема софинансирования. И потом, значит, и мы туда, и сюда тыкались, потом, значит, попросили у акционеров, давайте, вот есть программа развития сельских территорий, давайте 50% мы вложим, и, значит, как раз попали под эту программу. Салатович. И также два этажа, ширина 60 метров, и 24 метра, длина 60 метров, общая площадь 1890 квадратных метров. Пропускается способность по проекту 588 человек, сметная стоимость 670 миллионов, как говорили. То есть для людей она нужна, для бурибаевских населения. То есть, вот получается вот один большой зал, да, будет? Один большой зал, да, игровой. Он, здесь, видимо, со вторым этажом, да, или как? Второй этаж здесь, вот это план второго этажа. Здесь ширма, здесь вот теннисные столы, здесь волейбол, баскетбол, мини-футбол, бассейна нет. А здесь получается, ну там... раздевалки, умывалки, вешалки. Фитнес какой-то, наверное. Да, там спорт-инвентарь, кабинеты, да. И сколько стоит? 70? Да, 70 миллионов 600 проектная стоимость. Здесь, вот, Ради Фарич, перебью, самое важное, что вот, значит, вот этот зал подходит под проведение международных игр по мини-футболу, именно требования. Таких залов, по-моему, даже когда мы проектировали, даже сказали, что в Заурале нету. То есть, и вот когда мы начали проектировать, наши физкультурники говорят, давайте, потому что негде проводить мероприятия, таких вот широких масштабов, к нам не едут, в Заурале не едут мини-футбол играть. Поэтому вот зал очень огромный, даже вот сейчас по масштабу увидите. Питер сейчас вот скажите, металл откуда берете? Челябинск? Магнитогорск. А вот панели откуда будете брать? Панели по проекту «Металлпрофиль» это Пышминский. А, из Пышмы тоже? Да. То есть мы хотели на Нефтекамский поменять. Не получилось, потому что здесь нагрузка по прогонам 3-метровые. То есть у них ГОСТовский проходит. Они все расчеты предоставили проектировщикам. То есть у них это и заложено было. Когда хотите решать? В конце декабря. Планируем. Серьезно? В этом году сдаете, да? Здорово. Федеральные деньги мы обязаны сдать. А в этом же, да. С нашей стороны тоже вообще задержек нет. Как только акт, мы деньги зарезервировали, то есть мы сразу, мы их наоборот подгоняем. Давайте быстрее. Нам тоже важно свои деньги в этом году освоить. И от них очень много зависит. Мы надеемся, что они сдадут вовремя. А когда вы начали? Мы 18 мая начали. Здесь как это будет ситуация? У вас сейчас физкультурное учреждение какое-то есть? У нас один есть спортивный зал, который мы отремонтировали по программе. Да, он переделан из старой котельной. По программе ППМ мы его отремонтировали. Сейчас еще своими силами там раздевалки доремонтируем. И получается, мы там оставляем для борцов и для боксеров этот зал. А тренера-то есть у вас? Ну, тренеры с Акьяра ездили. У нас вот тоже хорошая программа. Сейчас мы смотрим, да, сельский тренер, потому что у нас был очень... Сколько вам нужно сертификатов? Сколько съедите? У нас, два, если дам, конечно, нормально? Да, это будет вообще замечательно. То есть это по 600 тысяч, найдите сами, кого определяетесь. Но начинайте, там немножко бюрократии есть, поэтому вам прям лучше сейчас начинайте оформлять. Ладно? Потому что как раз к моменту, вот как раз вы сделаете, чтобы у вас все-таки, наверное, есть кто-то у вас свой бурибаевский на... Сколько здесь? 5 тысяч населения, да? Да. Ну, наверное, найдете кого-то, чем с Акьяра, чтобы ездили. Это тоже не наездишься. Ну, народ ждет, да? Да, очень ждем мы это. Конечно. Да, просят, конечно, и бассейн, но я говорю, понимаем, что это содержание, это очень дорогое. Да, построят, да. В Акьяре бассейн достроим. Очень. Вот, в конце концов будешь возить туда детей, там школу. Да, туда. это недалеко. Нет, я говорю, мы так и делаем. Вот будем возить. Занимаемся. У нас, получается, вот сейчас будет по мини-футболу, здесь построят зал, и у нас смогут дети зимой играть. Потому что вот у нас тоже в свое время Бурибаевский ГОК построил хоккейную коробку, и у нас там летом на хоккейной коробке дети занимаются футболом. И взрослые играют в мини-футбол. У нас футбольная команда есть своя здесь среди взрослых. И у них будет теперь уже возможность зимой поддерживать свою форму. Не только в летний период. Но вы там посмотрите, понятно, в зиму сейчас уйдете, там благоустройство, чтобы тоже, по-человечески все сделано было. Уже не делаешь.
отсыпать. А вы строитель откуда? С Уфы или? С Уфы. С Уфы, да? А работает местные или? И местные, и с Уфы. А на ваш взгляд хорошая эта история? Нет? Да. А вот это вот, Андрей Ильич, может быть, вы скажете, проект? Проект многократно. Конечно. Может быть. Может быть, да? Конечно. Вы считаете Может, он- удачно, да? Вот Да. строить несложно? Вот, Нет, не сложно. там без дураков, как говорится, Да, там не нету. сложно. Некоторые такие проекты бывают, строители жалуются. Не сложно, не сложно. Просто когда его построят, посмотрим, если он удобный, можно его дальше использовать, этот проект. Конечно. Вы нам передадите? Мы передадим, да, он экспертизу прошел, то есть... Да, потом да, только привязку вопрос. к местности делаем и все. Просто нам надо взять за правило, такие фоки мы должны строить за 2 месяца. Да. Ну что, на самом деле, 2000 квадратов. это Самое не главное, тот объект. финансирование, задержек никаких нет. Подрядчику Да, надо ускоряться. Вот и всё. Зашли и вышли. Все. Ничего не держит. Да, собственно, счет. Зашли и вышли. Раньше было так, построили, 2 года деньги, да, ждали, да, подрядчики, да? А сейчас мы, наоборот, Я сколько раз да. вспоминаю, что раньше ждали от полгода до 2 лет Но так оплату. же было. А сейчас, я не знаю, поэтому надо строить быстрее. Ладно, надеемся, что построить. Ну так что приедем 1 января к вам на открытие. Детей много. Детей много у много, нас, да? да. Детей много, школа большая, хорошая. Конечно, хотелось бы, вот, когда тоже в следующий раз нам второй спортивный зал, потому что детям не успевают. Но теперь, вот знаете, Здесь они сюда будут да, ходить. конечно. Водить, Да. Потому хватит что, спортзал, да? да, потому что Давайте мы все-таки посмотрим, поручение дадим, вот Алан Викторовичу пометьте. Вот ну, уж больно дороги у вас в Бурыбае страшно. Да, да. Вот, ну, внесите мне предложение, посмотрим, что там этот. В Бакьяре, кстати, получше дорога, понятно, да? В Бурыбае что-то она вся. Давайте вот это мы посмотрим. ямочный Ну и по ремонт тренерам мы договорились, ладно? делаем. Хорошо. Всего доброго. Ладно, спасибо Всего большое. доброго. Спасибо.